түшкіргенде шығаратын ауа тамшылары арқылы. Сонымен қатар адам кез келген кірленген затты ұстағаннан мысалы есірткі тұрасың. Адамдар кірленген қолымен аузын танауын көзін ұстаған. Так, хотела вам представить демонстрацию экрана. И осы картинкаларда көресіздер, онда коронавирус басқа да қалай қалай тарайды, иә, қолмен аузынан табанынан көзін ұстаған. Қандай симптомдар болады? Негізінде бірінші симптом жоғары температура. 37-дан жоғары болса, қиын тыныс алу, жөтел немесе тамақтың ауырсыну. И симптомдары басқа көптеген респираторлы саз болып келеді. Кеше мен айттым, ол не обязательно коронавирус, грипп или енді коронавируспен ауырғаннан қалай сақтану керек? Біріншіден ол қолымызды таза ұстаймыз. Қалай қолымызды обязательно жуамыз, немесе бізде антисептик болу керек. Кез келген уақытта қолымызды тазарту мақсатында өзімізбен бірге антисептикті алып жүрміз. И тамақтанудың алдында қолымызды жуамыз. Ол егер вирус болатын болса, құрамында спирті бар зат немесе сабын вирусты өлтіреді. Ол антисептиктен қорқайды. Сосын жай сабынмен қолыңызды жусаңыз, уже өзіңізді вирустан сақтанасыз. Енді жөтелден соң қашан қолыңызды жуу керек? Жөтелден соң, сіңбірден соң, және түшкірген соң, ажетханада, аздайында, дәрілер алдында және тамақтануға дейін. Үй және жабайы жануарларды ұстаудан соң, кез келген адамға, балаға тұрмыстық көмек көрсеткен соң. Осы картинкада қай жері қолымыздың жуылмайтын қалатын жерлері көрсетіліп тұр. Негізінде қалай біз қолымызды жуамыз? Біздің қолымызды біз тез жуамыз, ол даже 1 минутта болмайды. Негізінде қолымызды жуатын правилар бар. Бірінші, үлкен саусақты обязательно жуу керек, саусақтарымызды бәрімізді жуамыз. И примерно 30 секунд емес. Обязательно делайте мыльная пена, вы должны полностью руки со всех сторон и запястья обработать. Тез жуып, үлкен саусақ осы жерде жуылмайды. Сосын сіз опять же тамақтанасыз, бір нәрсе ұстайсыз, и сол вирусты, то есть от такого мытья рук нет эффекта. Вы должны правильно аузыңызды, танауыңызды және көзіңізді бір кір қолмен ұстауға әдет етіңіз. Қолыңыз вирусы бар көптеген жерлерді ұстайды. Инфекция коронавируста емес, басқа инфекциялар болады, даже негізінде сондай ауру, как чесотка. Білеміз, чесоткадан басқа аурулар, дифтерия, даже не только коронавирус, поэтому старайтесь не глотать, не коронавирустан қалай сақтану керек? Қоғамдық жерлерде қашықтықтан сақтаңыз. Адамдардан өзіңізді аз дегенде 1 метр, 2 метр алшақ ұстаңыз. Әсіресе жөтелі бар адамдарға жақында тұрмаңыз. Респираторлы сырқаттанған адам жөтелгенде не түшкіргенде өз маңда тапшыңызбен бірге вирустарды шығарады. Ал егер сіз бұл адамға жақын тұрсаңыз, сол аурудың жұту салдарынан вирусты жұқтыруыңыз ықтимал. Енді дүкенге барғанда, очередьте тұрасыз, и алыста бір кісі жөтеледі. Старайтесь, близко не подходить. Или попросите одеть маску. Опять же мы говорим, носите с собой салфетки.
Жиі ұстайтын және жиі пайдаланатын жерлері күнделікті здоровье жүргізу керек. Ол қандай заттар? Ол обязательно телефон. Иә, телефонды бәр жерде ұстайсыз, автобуста, бәр жерде. Я уверена, кто телефон не обрабатывает. Иә, ол ешкім жумайды. Ол бәр жерде жатады. А телефон вы постоянно держите. Берете спиртовые салфетки, его полностью со всех сторон протираете. Хотя бы екі-үш рет күніне. Сосын телефоннан компьютерді, иә, компьютердің клавишаларында сүртіңіз. Тазарту заттың бетінен микробтар мен кірден тазалау. Дезинфекция. Ну, дезинфекция ол уже антисептикпен жасайтын қорқы. Так, енді коронавирусты жұқтыратын болса қалай сақтау керек? Өзіңізбен неме рет пайдаланатын шыпалып жүріңіз, иә? Вот, салфетка, иә? Если салфетка жоқ, салфетка қолыңызда жоқ болса, енді отворачивайтесь от людей и кашляйте в локоть. Старайтесь лишний раз не кашлять на людей, потому что если вы не должны заражать других людей, если вы болеете. Тем более мы знаем, что есть такие формы, которые без симптомов. Мы должны думать об окружающих людях, да, чтобы мы не заражали. Енді басқа адамдар қолын салған тұстан тамақ жейміз. Мысалы, чипсы, эпидемиология жағдай тұрақталғанша ол кісі амандасумен бетегеді амандасу аулақ болыңыз. Жиі ұстайтын заттарды неміз тазартып отырмыз. Енді егер сіздерде сондай симптомдар болса, температура, ентігу, әлсіздік, үлкен дәреттің бұзылуы, обязательно регистратураға звондайсыз. Егер сондай әлсіздік и температура 8 жоғары болса, вызов жасайсыз. И бізде бірінші этажда фильтр жұмыс істейді, соңғы міндетті түрде барасыз. Енді COVID-19 вирусы болуы мүмкін екенін айтыңыз обязательно. Әсем Төребекова номері негізінде кураторларда бәрінде бар. Егер сөзіңізді қанағаттай сезінесіз, өз өзіңізде үйде изоляцияда тұру керек. Большая еще презентация была. Это опять же по симптомам, когда мы подразделяем, что есть подозрительные случаи, вероятные и подтвержденные. Мы говорим о том, что подозрительные, если у вас уже есть симптомы, о которых мы говорили, подтвержденные, если мазок, который берется из носа и зева, подтвержден коронавирусная инфекция. Мазок готовится в течение 24 часов. То есть, если вы сегодня стали, завтра же он будет готов. К нам уже обращались многие студенты благополучно, они уже выздоровели, и симптом коронавируса у них не был подтвержден. То есть у всех у них простые ОРВИ. Вы знаете, по поводу здорового образа жизни, я хотела рассказать о том, что по рекомендации ВОЗ, сколько для вашего возраста необходимо двигаться. Вы должны заниматься физической нагрузкой не менее 60 минут в день. То есть это можно разделить на несколько, например, 2 раза в день по полчаса вы занимаетесь. То есть физическая нагрузка обязательно, особенно у тех, кто находится онлайн. И сейчас я знаю, у вас физкультура, кажется, тоже. Поэтому все обязательно не менее 60 минут в день обязательно зарядка. Также очень важно ваше психическое здоровье. Это значит, что вы должны ложиться и вставать примерно в то же время. Питаться постоянно. Питание должно быть полноценное. Завтрак, обед, ужин, перекус. Вы не должны себя ограничивать в питании. Сейчас вот у многих девочек выявлено, то есть это опять же связано с тем, что недостаточно поступает железо с пищей. Затем, кроме того, вы должны для психического здоровья поддерживать хорошие отношения с родителями, с родственниками, помогать окружающим. И что еще хотела сказать?
поводу еще раз, да, вот профилактики. Если у вас появляются такие симптомы, обязательно подумайте о своих близких, что вы должны изолироваться, да. Сразу же одевайте маску. Даже вот если так получилось, что вы чувствуете себя плохо, в автобусе везде носите маску, берегите друг друга и близких. Да, у нас посмотрю, если вопросы какие-то есть, можете задавать. Ага, спасибо. Сложана, скажите, пожалуйста, в чем отличается ОРВИ от коронавируса? Разница в чем? У меня спрашивают студенты. Сейчас я вам хотела показать еще раз. Да, у нас есть таблица диагностика, да, простой ОРВИ, есть грипп и есть коронавирусная инфекция, да. Отличие, основное, симптомы очень похожи. То есть это практически единственное, что когда мы говорим о гриппе, грипп – это очень тяжелое заболевание. Оно проходит остро, начало острое. Да, вот, например, в этот же день может повыситься температура до 40, могут появиться судороги, выраженные головные боли. То есть состояние крайне тяжелое, и должны обязательно вызвать скорую, потому что грипп – это смертельное заболевание. ОРВИ туда это будет большая группа заболеваний. Это респираторно-вирусные инфекции, очень большая группа есть аденовирусы, есть РС-вирусы. Лечимся, обычно наш иммунитет, он сам справляется, мы просто поддерживаем, да? Лечимся жаропонижающими, питьем, полоскаем горло, и проходит примерно через 3-4 дня. Коронавирусная инфекция может протекать более длительно. То есть у нее идет длительный бессимптомный период. То есть, как мы говорим, 14 дней. То есть в течение 14 дней могут появиться симптомы. И симптомы начинаются с простых тоже повышения температуры, головной боли в суставах, жидкий стул может быть, одышка, кашель. Часто у нас у пациентов кашель не встречался, но появлялась слабость и потливость. Слабость, потливость, и постоянно хотелось пациентам лежать, они не могли кушать, не было аппетита. И все это протекало длительно. И очень часто коронавирусная инфекция приводила к пневмонии. Но, к счастью, у детей течение коронавирусной инфекции благоприятное, то есть идет выздоровление, часто встречается бессимптомное течение. Иммунитет детей хорошо борется при поддержке дополнительно, да, рекомендуем лекарства, да, жаропонижающие, противовирусные препараты и самоизоляция, и наши дети, они хорошо здоровы. Вот. Ну, и, конечно же, коронавирусная инфекция, она всегда обязательно должна быть подтверждена. Если вы были в контакте, это не значит, что вы заболеете. Подтверждается она мазок берется и из носа и дела. Но симптомы очень похожи. А вот недавно из Служина сказали мне, спрашивают, почему, говорит, контактных 2 раза берут ПЦР-тест. Я говорю, это положено. Потому что, опять же, мы говорим, да, 14 дней, да? То есть, когда вот был пациент в контакте, да, в течение 14 дней, 14 дней могут появиться симптомы. Поэтому берется в начале, на 3-й день и на 12-й. То есть, допустим, у нас были случаи, когда первый мазок был отрицательный, на 12-й день выходило положительно. То есть, пока это сформируется, да. Да. Но также мы подтверждали, допустим, коронавирусную инфекцию на компьютерной томографии, да? Пациент приходил, сдавал мазок, у него отрицательный 12 дела. Когда делали рентген, у него выявляется пневмония. Отправляем на компьютерную томографию, там выявляется COVID-пневмония. То есть это уже подтвержденная тоже коронавирусная инфекция. Да. И вот скажите, пожалуйста, Савурина, вот в первую очередь ребенок должен пойти к вам или через фильтр проходить, вот когда человек чувствует себя слабым, вот если температура, вот скажите, пожалуйста, как? Ну, знаете, все-таки желательно, у нас есть врач, да, который обслуживает на дому. Если температура выше 38, если слабость, да, и кашель, то, конечно, желательно вызвать врача на дом. Да?
Да-да. Если вы уже подошли в студенческую, то вы в первую очередь идете в фильтр. Там идет вход сразу с торца, то есть не с заднего двора, а немножко слева. Сразу проходите туда. Там тоже также принимает врач, наша медицинская сестра Лиза Турбаева. И она всех наших студентов принимает, и дальше мы ведем вместе. Хорошо, спасибо. Вот смотрите, ребята, есть у вас вопросы касание вот коронавирус дегенді түсіндіңіздер ма? Не екен, қалай жұғады екен, қалай не істеу керек екен, түсіндіңіздер ма? Құрметті студенттер. Иә. Дәрігерге сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойыңыздар. В принципе, я хотел узнать, вообще через воду чисто теоретически можешь передаваться, допустим, в бассейне как-то там, кто-то, не знаю, там слегка слюна попала или так далее. Такое возможно, что передастся? Или хлорка все брать? Нет, в бассейне проводила тоже исследование, в бассейне передачи не происходит. Еще есть вопросы? Давайте, ребята. Спасибо. Пожалуйста. Еще есть, когда ребята? Мы говорим вот, допустим, вот о бассейне, через воду бассейна не передаются. Но опять же, если вы трогаете предметы и потом трогаете опять лицо, нос и руки, необработанные, например, это тогда возможно передача. Поэтому обязательно соблюдать меры личной гигиены. Да. Не старайтесь вообще лицо не трогать руками. Лицо, глаза, да, в основном глаза, да. Потому что мы видим, что руки мы моем все-таки в основном не так тщательно, как нужно. Да? То есть большая часть бактерий, она остается все равно. Да. Говорят же, что человек не менее 40 раз надо мыть руки в день. Но видите, сейчас многие не согласны с этим. Как вы думаете, что вообще стоит, или как? 40 раз, конечно, многовато. По сути, если вы дома находитесь, вы можете один раз помыть, если никто из ваших... Что касается дома, дома, я надеюсь, что вы все помогаете родителям и проводите влажную уборку, дома. Это желательно делать 2 раза в день, но по возможности хотя бы раз в день, вы должны протирать все поверхности, вот свой ноутбук, компьютер, вот телефон, все-таки возьмите на заметку, старайтесь телефон свой, возьмите спиртовые салфетки и каждый день утром вечером протирайте его. То есть, потому что мы ложим его везде, он тоже как источник инфекции. Есть еще, ребята, сұрақтар бар ма? Кім түсінген жоқ? Қазақша айтуыңызға болады. Ұлдар, қыздар. Естіп тұрсыздар ма? Құрметті студенттер. Кім қазақша орысша түсінбеді, қазақша сұрақтар қойыңызға болады. Біз айтып береміз, түсіндіріп береміз сіздерге. Вот сейчас в основном многие, Айсыл Бауыржановна, жалуются на головные боли. В чем может быть причина? Многие думают, боятся в больницу идти, думают, что это коронавирус, но есть же другие симптомы, особенно у девочек у меня, бывает у девочек. Как отличить? Давайте я приготовлю лекцию, какие бывают виды головных болей. То есть есть большая классификация. Головные боли встречаются не только у девочек, и у студентов, у мальчиков тоже обращаются они. То есть есть некоторые заболевания, есть симптомы. Я отдельную презентацию приготовлю, потому что тема тоже хорошая, актуальная. Это многих беспокоит. Но если такие симптомы будут, мне отправлен график, пожалуйста, можете обращаться, то есть пройти обследование. Если необходимо, мы назначим лечение, даже можем в дневном стационаре прокапать. Во вторник с утра с 9 до 2 я принимаю в СФГ. Можете подходить. Остальные дни график. А некоторые не знают, что вы сюда приходите. Многие не знают. График я отправлю, потом фото можно будет куратор все показывать. Түсіндіңіздер ғой, вторник күні дәрігер біздің колледжге келіп сіздерді қабылдайды, егер шағымдарыңыз болса. Жақсы ма, студенттер? Кім оқып Кто жүр? еще не прошел флюру, флюру, пожалуйста, может кто-то не успел или может опоздал, подходите с 8 до 12.